Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для рыб. Карта недели. Для тех, кто в поиске партнера, карта. Для тех, кто в паре, кто в ссоре. Для тех, кто работает по найму. Для тех, у кого свое дело. И финансы. Это проблема недели, удача недели, совет. Семерка пиковая выпадает рыбам, и она говорит о том, что вам нужно обязательно заняться какими-то документами, справками, бумагами. Может быть, нужно написать какие-то письма, смс-ки, отправления почтовые. Может быть, нужно заняться счетами, да, оплачивать. В общем, все, что связано с какими-то бумагами, договорами, соглашениями, там, паспортами, вот это все очень важно становится. Кроме того, по этой карте очень часто идет сдача экзаменов, допустим, да, либо обучение, когда вот требуется какое-то подтверждение, или будет диплом выдан, да, свидетельство какое-то. А также карта говорит о том, что может быть вот рекламные какие-то объявления очень-очень важны, да, то есть если вы заняты каким-то как бы важным делом, либо ищете работу, либо развиваете какое-то новое направление, то вот реклама – это вот то, что нужно на этой неделе. Для тех, кто в поиске партнера, дама бубновая выпадает. Карта говорит о том, что для рыб на этой неделе может быть вообще поменяться полностью жизнь. То есть вы можете встретить человека, с которым у вас жизнь поменяется до неузнаваемости. И вот смотрите, здесь у нас какая-то переписка, да, то есть может быть знакомство по переписке, либо когда вы какие-то договоры заключаете, бумаги оформляете, в общем, здесь что-то у нас связанное с бумагами, да, и вот там может произойти то самое знакомство, которое вот полностью вашу жизнь поменяет. Также эта карта у нас связана с как бы переменой поведения. То есть карта может советовать нам как-то проявлять себя по-другому, не таким способом, к которому мы привыкли. Да? Может быть, здесь нужно заниматься стилем, имиджем, одеждой, в общем, что-то такое, что производит впечатление на других людей. Это тоже может стать важным. Для тех, кто в паре, валет червовый выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, вы либо будете заключать какие-то соглашения, может быть, даже это официальный брак, да, для тех, кто в паре, но еще не в браке. Либо, если вы уже в паре давно, у вас могут быть какие-то важные дела, связанные там с регистрацией, перерегистрацией или какими-то договорами, бумагами и так далее. Может быть, закончилось действие каких-то документов, нужно будет их восстанавливать. Либо, может быть, здесь счета, оплата счетов на передний план выходит. Может быть, там в налоговую службу какие-то нужно документы отправлять. То есть это вот очень много требует внимания, да, заботы вашей. Но в то же время вот вы, в принципе, в хорошем состоянии находитесь, у вас между собой прекрасные отношения, вы друг друга понимаете, поддерживаете, заботитесь и так далее, и так далее. Эта карта такой вот очень хороших чувств, даже, может быть, страсти, да, иногда. Это карта такой романтической любви, нежности даже какой-то, да, то есть вот здесь вот очень хорошая неделя для рыб. Вот можете проявить себя, проявить, проявить свои чувства в каких-то, может быть, с помощью каких-то романтических там ужинов, обстановки какой-то, подарков и так далее, да, либо просто забота, такое приятное отношения. Для тех, кто в ссоре, выпадает король бубновый в эту позицию, ну и здесь, конечно же, может быть проблема. Проблема в том, что вы либо не хотите видеть ситуацию так, как она есть, да, то есть либо этот человек вам не подходит, либо он вас обманывает, предает, да, а вы все равно хотите с ним возобновлять отношения, либо он может быть даже человек, который довольно-таки резкий, может быть, обижает вас как-то, а вы вот стараетесь все-таки
эти отношения вернуть. Вообще карта такой переменчивой ситуации. Может быть и не надо, или может быть вы очень резко себя с ним ведете, может быть это вообще не ваш человек. И здесь нужно дать себе время и проверить чувства свои и чувства этого человека. То есть вот эта карта, она очень такое короткое время показывает, когда все решается, да, то есть здесь долго ждать не придется, скорее всего, даже в течение этой недели вот вы примете решение, надо ли вам вообще с этим человеком строить какие-то отношения. Может быть, будете вот как бы даже не разговаривать, а просто переписываться, да, то есть, может быть, у вас вот таким образом будет все происходить до прояснения ситуации. Но здесь спешить не нужно, как-то все должно выйти на поверхность, вот истинные отношения, да, и вы сами тоже можете понять, кто вам нужен, кто нет. Для тех, кто работает по найму, восьмерка, трефовая. Карта говорит о том, что могут быть какие-то сложности с реализацией каких-то проектов. Может быть, это связано с законом, с ограничениями какими-то. Может быть, допустим, там ваш руководитель как-то вас не допускает до работы или ограничивает, либо, может быть, переводит вас в какой-то другой режим работы, или, может быть, переводит на другую должность, или вообще просто молчит, да, и вам не ясно, что будет дальше. То есть это может вызывать такой дискомфорт. Кроме того, эта карта у нас задержек и препятствий. То есть когда мы должны терпеливо ждать, чем же все закончится. И это, конечно, очень тяжело всегда. Ну, можно найти просто пока что другие дела, да, которыми можно заняться. Либо, знаете, вот, допустим, вы посылали какое-то там резюме, да, на работу, либо пытались новую работу найти еще каким-то способом, может, через других людей, то здесь вот может быть отказ. Либо вот опять же ждать, задержка, да. Ну, вообще ситуация пока что может быть ну, как бы непреодолимое, да, непреодолимые обстоятельства, поэтому просто переключиться, заняться пока чем-то другим. Вот. У нас же вот по главной карте вот здесь вот документы какие-то, да, договоры, счета, вот этим всем можно заниматься, приводить в порядок. Для тех, у кого свое дело, восьмерка бубновая, она говорит о том, что какие-то замечательные просто перспективы открываются. Возможно, даже на этой неделе вы сможете уже это как-то оформить. Также эта карта очень хорошая для того, чтобы заканчивать один проект, начинать другой, либо решать какие-то важные вопросы, которые, ну, вообще никак не решались. Вот, допустим, вы бились над ними, да, и ничего не двигалось с места. А здесь просто все начинает получаться. Приходят нужные люди, нужная ситуация складывается, документы нужные находятся. Если были ошибки, все исправляется, восстанавливается. Просто все замечательно. Если было что-то не оплачено, вы можете оплатить это. Ну, просто замечательная карта для того, чтобы что-то менять к лучшему. Вернее, даже вы будете просто как по течению плыть, и будет все само собой как будто бы происходить. Либо у вас появится просто возможность для того, чтобы это все решить. Кроме того, если у вас уже какое-то предприятие было начато давно, то вот успех идет по этой карте. Либо вы можете сейчас, допустим, быть в каких-то сложных обстоятельствах и не знаете о том, что вас скоро ждет какое-то очень важное, значимое либо предложение, либо событие какое-то, да, либо человек какой-то. В общем, очень важное что-то произойдет скоро, что вы даже, может быть, и не предполагаете. И это для вас очень такое хорошее решение в трудной ситуации. Кроме того, знаете, вот эта карта все-таки неожиданностей. Но неожиданность в хорошем плане. Даже если, допустим, у вас первый взгляд на ситуацию отрицательный, ну, допустим, что-то там прекратило существовать, проект там не разрешили, там прекратили, закрыли, или, может быть, что-то там потеряно у вас, и вроде бы создается впечатление, что как бы все плохо. Но на самом деле это просто одно уходит, и новое придет. То, что лучше сделает вашу жизнь, лучше поможет в бизнесе и в делах. В финансах, это, кстати, карта восьмерка, это всегда у нас судьба, карма, да, то есть все, что мы
заслужили, то мы и получим. Если мы вкладывались в дела, если мы старались и как бы никому ничего плохого не сделали, значит, то же самое и получим. Да? То есть у нас судьба, она всегда очень справедливо награждает, либо наказывает. И вот здесь даже по тому, что будет происходить на этой неделе, вы можете понять, если где-то что-то не идет, это как раз вот то место, которое нужно проработать, да, то, что недооценено, что-то было неосознанно. Если все хорошо, значит, как бы подтверждение нам, что мы идем правильным путем. И стоит также продолжать. Восьмерка пиковая – это финансы наши. Карта, которая говорит о том, что наши деньги у других людей. И если мы сможем их, ну, как бы заслужить, чтобы они нам их отдали, да, то у нас будет много денег. И, скорее всего, здесь у нас доход из разных источников, да, может быть, мелкие доходы, но, в общем, получится очень даже и хорошо. Кроме того, эта карта у нас, знаете, публики, да, кто работает на публику, это вот как раз те деньги, которые нужно. Либо эта карта связана с тратами на какие-то праздники, вечеринки и так далее. Может быть и такой вот расход денег, да. Или у вас может быть обширная такая аудитория, обширные знакомства, и вы можете вот сделать им предложение, да, о своей услуге о какой-то. Если же говорить о тех людях, которые вот работают по найму, то здесь, скорее всего, как у вас заведено, если вот вы коллективно получаете зарплату какого-то определенного числа, да, то вот так оно и будет. То есть, скорее всего, если на этой неделе вам предусмотрено эту оплату получить, значит, вы ее получите. Если нет, то значит вот в то число, которое положено. А теперь проблема, девятка бубновая. Вот как раз карта у нас восьмерки бубновой и дамы бубновой говорят о том, что что-то меняется очень быстро и резко. И вот мы можем как-то как бы не принимать это, либо не быть благодарными за то, что уже есть у нас, или за то, что нам дано было раньше, то, что мы не ценили. То есть вот может быть проблема как раз с окончанием чего-то, окончанием отношений, да, окончанием какого-то там проекта, работы, допустим, нет, да. В общем, что-то у нас уходит, а мы из-за этого переживаем, мы не хотим перестраиваться, обучаться, на что-то новое как бы нацеливаться. И вот эта карта говорит о том, что это будет нашей проблемой на неделе. А вот удача у нас, наоборот, убрать все старое и ненужное и начать действовать. Вот вообще валет трифовый карта очень хорошая, которая говорит о том, что у нас происходят какие-то глобальные перемены в жизни, и если мы это себе на пользу обратим, для нас это будет просто замечательно. В общем, те события, которые происходят у нас в мире, да, это вот форс-мажорные вот эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, мы не можем как-то управлять процессом так, как мы хотим, какие-то стихийные у нас силы вмешиваются, да, вот эту ситуацию мы можем себе на пользу направить. Как-то сами под нее подстроиться, встроиться в нее, да. Вот, скорее всего, вот удача будет как раз вот в этой трансформации. Ну и кроме того, у нас же это карта, связанная со спорами, да, и конфликтами. То есть, если этого избежать, то тоже будет, ну, как бы нам успех. Вот у нас эта карта тоже предупреждает, да, что наши финансы, наши деньги зависят от других людей. То есть, по сути, наши деньги у них. И если мы будем, как бы, ну, в коммуникации хорошо себя проявлять, то они захотят с нами поделиться этими деньгами. И карта говорит о том, что вот наша удача как раз в том, чтобы правильно выстраивать отношения, чтобы не цепляться за старое, чтобы легко впускать новое, меняться. И если, допустим, у нас есть, ну, вот ощущение, что мы все-таки зависим, да, от обстоятельств, там, цепляемся за них, то нужно это убрать, иначе, ну, как бы удача уходит от нас таким образом. Совет дама пиковая. Карта говорит о том, что нужно все-таки сосредоточиться на том приятном, что у нас в жизни есть. Это может быть комфортные отношения, это может быть просто вот как бы
та обстановка, которая нас окружает. Это те деньги, которые у нас уже есть. Это вот, может быть, та красота, которая у нас есть, которая нас уже окружает. То есть вот нужно сконцентрироваться на этом. И тогда, конечно, у нас жизнь совершенно по-другому будет, мы будем ее воспринимать совершенно по-другому. Также карта говорит о том, что вот у рыб вообще скоро наступает счастливое время, светлая полоса. А мы думаем, допустим, о плохом, мы думаем о том, что уходит, а не думаем о том, что нас ждет. А вот карты говорят о том, что у вас здесь все как-то очень хорошо происходит. Если кто-то болел, это выздоровление, это какое-то вот такое общее благополучие, это исполнение ваших желаний. Это исцеление вот и души, и тела. Просто замечательная такая вот карта. И вот совет думать об этом, концентрироваться на этом. И тогда неделя пройдет замечательно, и мы можем воспользоваться всеми шансами. Друзья, желаю всем прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч.